Что-то тут у меня микрофончик отвертелся. А сейчас? Юля, скажите, сейчас слышно меня? Алло, алло. Как слышите меня? Прием. Да, приветик, Грета. Слышим. Угу, хорошо. Значит, просто отошел проводок. Так, кто здесь, кто попозже подойдет? Но мы начинаем, да, наше общение на нашем очередном стриме. Угу. Слышу, вижу, что слышно, слава богу. Сколько нас? Как нас, много или мало? Кто может сказать? Кого-то еще ждем или нет? Никак не можем понять, в какое время лучше нам встречаться. Пробовали в 9, пробовали в 8 вечера. Вот сейчас попробовали в 18, будний день. Поэтому, наверное, сейчас тоже все с работы едут. Может быть, тоже неудачное время. Но это вы тогда сами подсказываете. Хотя мы все с разных, наверное, планет, поэтому... Угу. С разных планет, поэтому кому что удобно или неудобно. Спасибо, Анжелина, спасибо. Вижу. 200. Угу. 20 человек, да, в чате? Угу. А у вас 6. Ну вот, видите, нас пока мало. Никак не можем понять, в какое же время лучше нам собираться, чтобы было нас больше, может быть. Не всем, я понимаю, удобно это время. Хотелось бы, чтобы было побольше народу. Угу. Вот видите, уже 30 человек, значит, народ прибавляется. Давайте еще подождем тогда. Так, по ходу движения, по ходу, может быть, кто-то что-то хочет спросить, то можно уже спрашивать. Ну да, у вас 5:15, да, в Германии. Ну, а у нас 6:15, разница в час. Угу. Так, вот мои подписчики пишут. Приглашаю. Анечка, приглашаю. Удобные, да? Ну да. Просто потом будут, если вопросы, то одни и те же, наверное, вот так по кругу, мне так кажется. Хотелось бы. Угу. Так, 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 так. Ну да, конечно, всегда будет разное время.
Всем приветик, всем добрый вечер. Так, ждем, еще может быть несколько минуточек ждем. Так, а почему у меня низкий уровень зарядки? Ой-ой-ой-ой, сейчас подождите. Так, подождите. Хорошо, что предупредил. Я и не заметила, что он у нас был не подключен. Опс, подключила. С дротика после стрима сразу. Да, хорошо, Грета, ага. Спасибо. Так, друзья, вы можете уже задавать вопросы. Сейчас поставлю на Сбер немного на кур. Но надо ненадолго от вас отключиться, хорошо. Потом к нам возвращайтесь. Ой, ну со всех сторон что-то пишут. Друзья, давайте тогда начнем уже стрим, да? Народу хоть мало, но все равно, наверное, присоединяться по ходу. Если какие-то есть вопросы, то задавайте. Если что-то рассказать, то подскажите, что. У нас жара, мы опять нуждаемся в корме. Вы видите, мы открыли сбор снова. Это у нас будет песня теперь бесконечная. Мне как не грустно. Мы раньше как-то было бы помощи, да, мы и вывозили, спасали, все одновременно делали, оплачивали, и корм был, все так как-то по ходу, движение незаметно. А сейчас и там не вывозим в тех масштабах, об этом даже и уже даже не говорим. И в то же время и постоянно еще просим на корм, как Пират и как Алтай. Значит, замечательно, Алтаю прописано лечение вот от его вот этих мочеполовых каких-то, видимо, инфекций. Как доктор прописал, лекарства купили и пропивает. Я думаю, что все будет хорошо. Вот, Пират тоже хорошо, но что хорошо, только то, что воротник не раздолбал. Я только за это переживала, потому что они все-таки сильные, и они в игре, они еще там по двое, по трое, они играют,
сородич не понимает, что ты там себе на голову это самое одел, да, и стараются они друг с друга и ошейники срывают, а уж такой воротник тем более. А потом они начинают лапой раздирать эти швы, потому что через там несколько дней начинает зудеть, чесаться, и они чешут и сдирают эти швы. И однажды, даже в 16 году, я помню, что перешивала заново. Он так распорол там один Собакевич у меня, что пришлось повторно наркозить и заново зашивать все. На пол щеки у него было растянуто. Ну, здесь вроде так, тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Вот. А как дела с выгульником? С выгульником у нас то сантехника нет, сантехник пьет, то сантехник что-то у него не можется, то теперь Наташа говорит, трактор сломался. Я не знаю, почему такая беда, просто беда. И мы никак не можем соединить вместе привоз песка, сантехника, чтобы был трезвый, и трактор, чтобы был не сломан. Я вот когда в это во все окунаешься, то понимаешь, какой же ужас. Это всех соединить, все, чтобы были в полном здравии, это очень тяжело. Но начали уже там, где сидит с эпилепсией собака, вырыли канаву. Наташа приглашала таджика, заплатила ему, по-моему, 6 тысяч, большую канаву глубокую. Но это надо делать все одновременно, потому что собаки у нас, они бегают, и им так по кайфу, о, ты вырыла яму, а мы сейчас ее снова закопаем, и когда яма вырыта, то один любит очень у нас землерой, он заново закапывает эту яму, поэтому тут все надо делать одним днем одновременно. У меня есть сумма отложенная, порядка 50, по-моему, тысяч. Я сейчас не знаю, как мне удержаться, чтобы на корм не истратить. Вот если сейчас мне на 4-ю передержку не будет хватать на корм, то что мне делать сейчас? Я потрачу эти деньги. Я бы не хотела, вот железно, вот будем голодать, но я не буду их тратить. Если вы меня поддерживаете, то скажите мне, что я права. Лучше поголодаем, но мне выгульник хочется все-таки иметь больше, чем постоянно есть. Сегодня вот на 2 передержки перевела деньги, машины пришли, а сейчас еще надо на 3-ю, на 4-ю передержку. Они привозят только оптом, по 3-5 мешков не привозят. Но это и невыгодно, быстро заканчивается в день. Уходит на одной только передержке 2 мешка. Вот, как чувствуют пираты Алтай. Вот я не знаю, я вам ответила или я ответила другим людям. Вот выше Наталья спрашивала, пират, и Елена спрашивает, пираты Алтай. Вот я теперь не знаю, вы слышали, что я про них говорила, или не слышали. Рихард замечательно, много друзей, освоился. Он сначала рот открыл, прижался к стенке и не понял, почему так много вокруг собак, а они все подбегают, нюхают. Он сначала был, конечно, пришиблен к стенке, но потом все равно осваивается, смотрит, что его никто не обижает, только подбегают, понюхал. Ты что, новенький? Давай дружить, выходи. Ну, так вот он еще такой. Некоторые сразу рот раскроют и улыбаются, а он такой, сначала надо взвесить, оценить, не опасно ли вы для меня. Ну, сейчас уже бегает. Видео есть, конечно же, есть, присылают. Вот, сейчас Жужа. Жужа скромная девочка, у нее хороший выгульник, она вместе гуляет с возрастными девушками, поэтому все хорошо. Подходит время оплаты за Мишку и за Жужу. У них оплата, по-моему, 30 числа. Ой, с ужасом всегда думаю, про Рихарда. Да, все хорошо. Но мы будем периодически показывать в чате. Я недавно присылала, как Рихард там мельком играет. Им наливают корыто с водой. Ну, кто-то сразу подходит и гребет так лапками
Кто-то даже у меня спрашивал, почему в корыте вода грязная, зачем вы наливаете грязную воду? Ну, люди, вы же понимаете, что мы не наливаем из шланга грязную воду. Просто они бегают по земле и тут же встают в эту воду. Потом снова по земле и снова в воду. Вот вода за 5 минут стала грязной. То есть, а там такого, чтобы зеленая лужайка, и чтобы такого нет. Потому что там, где трава, там клещи. Поэтому стараются чтобы был или щебень, или земля, или, в общем, галька, или что-то такое. Поэтому вода льется, она, конечно, образует вокруг корыта такую грязную землю, где они бегают довольные, они очень любят в грязи повозиться, и потом прыгают в воду, и вода снова становится грязная. Я думаю, что это понятно. Спасибо, Алина, спасибо. Я тоже очень надеюсь, что на корм соберем. Вот буквально 10 минут назад Наталья сказала, что подъезжает машина. Подъезжает машина, и вот 60 тысяч я перевела, чтобы только у них был. Но мне хочется, чтобы между покупкой корма, то одна передержка корм, вторая передержка корм, потом третий, четвертый, потом маленькая пауза, и хочется, чтобы в это время мы выгульник вклинили. А нет работников, которые могли бы это сделать. И получается, что мы от корма до корма живем, а в промежутке у нас какие-то операции, какие-то процедуры у ветврачей, бесконечно у нас это. Выгульник обязательно нужен. Вот я считаю, что выгульник нужен нам больше, чем корм. Сейчас жарко, можно и воды просто попить. Вот скажет, какая сумасшедшая Лара, воды попить. Ну, я не знаю. Вот. Так, за Рихарда. Да, а у нас же не только Рихард, у нас по типу Рихарда еще там неделями 3 раньше приехал Никита, вы, наверное, видели. Они какие-то одинаковые, такие вот, такие приятные. Но у меня нет неприятных собак, они все такие компактные, приятненькие, такие мордатенькие, мордочки выразительные, глазки с подводкой, такие умненькие, смышленые. Ну, не знаю, я смогу про собак говорить бесконечно. Конечно, мы вместе спасаем Анастасию, конечно. Но я не знаю, я бы одна, я бы вообще давно бы слилась уже в 17-м году, я бы одна не спасла. Не спасала, это еще в таком количестве. Вы же помните, я максималист, спасать так много. Ну, выше крыши. Жалко, что не могу спасти всех. Всех спасти не могу. Об этом лучше не думать, потому что я думаю об этом бесконечно. Аноним 25. Спасибо большое. Аноним, только вижу, что без имени. Спасибо большое. Да, donation. На donation лучше только вот евро и доллары, а рубли лучше все-таки сразу на Сберкарту, потому что все-таки Сберкарта, она побыстрее проходит. И вот как по нашим наблюдениям и выводам мы делаем такие, что рубли лучше на Сберкарту, у кого есть возможность, конечно же. Это так, я имею в виду по России. А другие страны, ну тогда да, donation. Спасибо большое, что откликаетесь, помогаете. Без вас не было бы всех этих спасенышей. Да, спасибо большое. Куперу перевели, а я вот не могу понять, как вас зовут, по имени не могу прочитать даже, как-то даже не по-русски, никак, вот, как вас зовут, извините. Если все понемногу, то что-то и будет. Конечно, конечно, с миру по нитке. Неуместный вопрос. Собак есть возможность гулять на поводке на улице, или это совсем невозможно? Значит, отвечаю. Там, где у нас живут малыши, ну как малыши, до года, они уже не малыши, они уже подростками становятся, то у нас передержка выводит по очереди
на поводке, чтобы приучать этих малышей к поводку, чтобы они не боялись, потому что пристраивать все-таки лучше, чтобы они умели ходить на поводках. Но, к сожалению, с большими собаками не так. Обрабатывать не получается, чтобы вот сразу 200 собак, 200 таблеток дать, а через месяц снова 200 таблеток, не получается. У нас, знаете, участки без травы, там песок, а там, где песок, там нет у нас этих клещей, да, тем более в середине лета, они больше по весне, по осени. А если выходить на поводке дальше от территории, это физически, во-первых, не могут. Вот Наталья с Лангом выходила куда-то купаться на озеро и ходили, пришлось дать симпарику, да. То есть выход на улицу сопряжен вот с тем, что надо давать таблетки. Таблетки для нас это роскошь. Это в среднем, если таблетка такая, симпарика где-то примерно рублей 500-700 стоит. А она только на месяц. И травить в то же время химией тоже жалко собак. Но когда вот приспичивает нам, да, то мы, да, даем. Вот. У нас очень красивые собаки, да. Акита. И ваши, все так похожи. Да, у них есть какой-то вот якутский штамм. Есть. Я их уже узнаю, вот, как бы издалека даже. Все равно в них что-то есть. Когда их так сильно через себя пропускаешь, то живешь вот ими, то да, они какие-то другие. Плохо слышно. Почему плохо слышно? Давайте поближе поставлю микрофон, может быть. Да, вот несколько дней, смотрите, несколько дней у нас Donation не выводит средства. Переведенные вами деньги пока у них зависли, но очень надеемся, что это временно. Они нам написали, что техническая какие-то неполадки, но что они разберутся и выплатят. Да. Выгульник важнее. Поэтому мы очень надеемся, потому что сейчас вот у нас немного, некоторая какая-то сумма, там долларов, евро 200 или 300 зависли у них. Зашли на минутку, у нас очень уже поздно. Хочу только спросить, когда посылать фермкураторский взнос за Умку. Потом досмотрю в записи. За Умку уже, пожалуйста, да, потому что она прилетела, и оплата должна производиться, конечно, вот в день. Ежемесячно в день, когда она прилетает, заселяется на передержку, и вот в эти дни, плюс-минус там день, два, три, в эти дни можно присылать. У нас не будем мы так устанавливать строго, да, какую-то, потому что у всех разные возможности, разные зарплаты, у кого-то там 1 раз в месяц, у кого-то 2 раза в месяц, но вы сами решите для себя, или можете поставить даже автоплатеж, чтобы не забывать. Хотя у нас есть чаты по Умке, не по всем собакам у нас чаты, где мы в чатах ведем как бы информацию, иногда небольшую, и напоминание об оплате. Умка прилетела, поэтому, да, можно уже присылать. Те деньги, которые я получала, они пошли тоже за перелет. Перелет, к сожалению, только через карго мы смогли отправить ее, не с пассажиром, хотя сейчас по цене сравнялось, что карго отправлять, что карго, что с пассажиром, там 300 рублей примерно килограмм. А если карго даже дешевле что-то получается, но они знают, как взять больше. Ну, все равно 300 выходит, потому что по весу там я вижу, что она меньше, а они прописали в документах, что она там
больше 50. Поэтому у нас получается 300 рублей за килограмм. Так, сегодня денежку от Ирмы с Лимой на корм отправили. Оля, спасибо. Ирме с Лимой тоже спасибо. 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 Да, потом в Дейси, да, потом... А, вот это вы писали в комментариях, я поняла. Я вот теперь вот вижу вас по имени. Имя это или ник, я пока не знаю. А потом, смотрите, конечно, лучше ложиться спать. Конечно, лучше травить не стоит. Тут, понимаете, палка о двух концах. Конечно, лучше, с одной стороны, съесть химию, чем умереть. Если выбирать, да, химией из себя травануть или умереть, то тогда лучше химия, да. Но если есть возможность хотя бы в середине лета не травиться, то тогда не стоит рисковать, не стоит овчинка выделки, чтобы выходить. И у нас выбежала одна собачка и схватанула клеща. Поэтому лучше не выходить. Да и особо прогуливаться, понимаете, там негде. Там есть только тропинка такая вот в этом секторе, а слева заборы, а справа лес, и все. Вот. Спасибо, Елена Локтионова, за помощь. Спасибо, Мария Курсакова, на Сбер, да, спасибо. Да, спасибо, да, мы ждем заумку, да, конечно, уже очень-очень актуально. К концу месяца хорошо. Автоплатеж некоторые ставят, которым вот сложно держать в уме держать. У меня на холодильнике подсказки все, которые должны. Вот. А, вас зовут Галина, да? Вот. А это что за язык такой, что я не могу даже прочитать? Это у вас такая есть еще, это даже не латиница, это непонятно. А, Ананиаде. Вот это да. Красиво. Это фамилия, видимо, да, по мужу. Очень важно. Стримы очень важно, да, вы считаете, находите? Ну, хорошо, да, конечно. Но мне кажется, что раз в неделю, может быть, стримы проводить, потому что ведь сейчас, знаете, как-то вот так, чтобы много разных событий, я бы не сказала, что происходит. У нас рутинные будни. Вот рутинные будни. Да, конечно, там то у одного что-то, то у другого, к ветеринару, то Алтая вот возили к ветеринару, опять анализы ему прокалывали, мочевой пузырь, чтобы взять анализ мочи. Хотя до этого мы сдали в банке мочи, все равно надо было еще там какой-то анализ. УЗИ сделали. Работа идет. У нас не только работа идет, у нас вообще это просто сумасшествие. Да. Все-таки заберете черненькую малышку из ППЖ Якутска, Сана, которую сразу не отдали. Не знаю. У меня так много черных собак, мне некуда. Некуда. Они у меня не пристраиваются, они у меня зависают. Я бы брала бы больше, если бы наши подписчики хотя бы спасали ситуацию и как-то хотя бы помогали, разбирали. А ведь, понимаете, я еще раз повторю, привести на передержку – это не цель. Что вот они вот живут на передержке, и я у вас бесконечно клянчу деньги, понимаете? Ну, это не нормально же, это нормально, но должно это быть временно. Это временное такое пристанище, как транзитом. Вот приехали здесь, да, вот все, обработались, помылись, постриглись, где-то что-то подлечили и быстро домой должны уезжать. А так, чтобы они месяцами или годами жили на передержке и занимали место, это значит, что я не спасу других собак. А понимаете, у нас люди привыкли, что
Да, спасибо за добрые слова, Ирина. Э, У нас как, привезли, и все успокоились. Спасли, называется. А чего спасли-то? Ну, не спасение это. Да, спасибо, спасибо, помощь прислал кто-то. Татьяна, да, спасибо. А, греческий, да, язык. Вы в Греции живете? А, к чату Умки? Так вы мне напишите на WhatsApp. У вас есть WhatsApp? Вы можете мне написать. И мы по вашему номеру телефона подключим вас к чату Умки. Вот эти вот недавние собаки, которые приехали, мы постарались собрать вот нас как бы в кучку, да, в чате, чтобы мы друг друга видели, слышали. Помогает мне Анечка Фролова вести эти чаты, напоминалки, она там трясет передержки, чтобы они присылали видео, ну хотя бы там раз в месяц, да, и напоминание об оплате. Но у меня, к сожалению, не на всех собак есть финкураторы. Вот сейчас с пиратом мы видели, да, что произошло. Ну, пусть такая не гигантская операция, но все равно. Но вот он должен быть оплачен 30 числа, и нам нужны деньги на оплату передержки. Но он же приехал не один, он приехал с другом, с персом. Вот в каком-то ролике мы показывали, как они играют, как они, ну, не знаю, спасенные, счастливые собаки. Все у них вот как бы хорошо, но они никто не живет бесплатно, они должны на что-то жить, на что-то питаться. Там у них есть рабочий, который любит животных, его надо оплачивать, а кто это все будет делать? Ну, в общем, вот так же, как Жужа, как Мишка, ну, в общем, как все. Рихард, Никита, Гоша, у меня их 200. 200. Мы всех их пиарим, мы очень стараемся. Кого-то надо стерилизовать, кто-то плохо простерилизован в Якутске. Надо их перестерилизовывать. Это бич, это проблема. Вот говорят, что бесплатно бывает только сыр в мышеловке. Лишний раз убеждаешься в этом. Особенно стерилизовать в городе, где не любят собак. Понимаете, это нелогично. Им бы только уничтожить, а мы доверяем им жизни собак. Кто-то еще воюет за то, чтобы они стерилизовали там. Ну, пусть стерилизуют, а мы в 4 раза дороже будем здесь перестерилизовывать. И то не могу найти даже такую клинику, кто за это возьмется. Искать миллиметровый кусочек органа, который они там оставили. Ага, понятно. К чату Умки. Да, в общем, я ответила, да, что к чату Умки через мой WhatsApp, и мы вас подключим. Вообще к любой собаке, понравившейся, да, вот мы рубрику сейчас немножко приостановили, но мы продолжим рубрику показывать пиарные фотографии наших собак. По поводу показывания, да, хроники вот наших пиарных фотографий, кто-то спрашивал, есть ли какой-то результат. Ну, результат только то, что вы видите, какие собаки, какие они красивые, какие они большие, как их много. Вот вы видите и знакомитесь. А сказать, что кто-то позвонил и пожелал взять, нет. Нет. К сожалению, нет. Ну, маленьких еще там, может быть, там до 40 сантиметров в холке 1-2 человека интересуются, но у меня таких даже и нет. Чтобы взрослая собака была до 40 сантиметров в холке. Ну,
если такие есть, то в принципе более-менее они, ну, как-то есть спрос. Я не могу сказать, что они расходятся. Зимой как-то расходились сразу с самолета, а сейчас все в таком сонном состоянии, что ли, или совсем все так плохо стало у всех, не знаю. Да, вы писали, Елена, после первого ролика и тоже не включили. Это Елена Сорвина. Вас не включили Почему не включила? Лаунки. Вот у меня есть список. Я просто сейчас не вижу. Но вы мне напишите, пожалуйста, еще, Елена. Лаунки. Напишите мне, пожалуйста, еще. Я извиняюсь, может быть, я пропустила, может, Аня пропустила. Вроде стараемся всех, потому что вы нам очень нужны. Мы заинтересованы, чтобы у вас было у нас больше. Если у нас чуть сумма будет больше, то мы всегда сможем лишние там 300-500 рублей оплатить сородича рядом, у которого нет ни копеечки в копилке финкураторов. Понимаете, да? У нас же так много их, которые не имеют никакой помощи. Снимаю. Поняли, да, как подключиться к чату? Ну да, вот напишите мне, и мы вас подключим. Наталья, спасибо большое. Спасибо за помощь, вижу. Зайчик белый прыгает в окошке. Почему нет Волономор? Всегда не знаю, как зовут. Мне кажется, Володя вас зовут. Могу ошибаться. А почему нет звука? Вот, посмотрите, видите, микрофон. Чего нет? А другие меня слышат. Может быть, это у вас что-то с компьютером? Вот видите, Анастасия говорит, раз в месяц тоже стрим отлично. Но мы не раз в месяц, мы раз в неделю. Стремимся к тому, чтобы раз в неделю хотя бы было. То жарко, то дома нет в вечернее время, и то как-то очень много-много каких-то забот, а это же все равно логичнее вечером проводить, а не днем, не утром. Поэтому вот получается, что мы выкраиваем. Но по выходным, мне кажется, тоже нет смысла делать стримы, потому что, наверное, все на дачах, я так думаю, отдыхают полной грудью, не сидят у ноутбуков, компьютеров. Вот, да, Ольга, анализ стерильный, да, надо с помощью прокола, чтобы правильно подобрать антибиотики. Вот, наверное, так, потому что мы им ездили, сдавали в банке, тоже вроде как-то стерильно старались, но им надо было еще, поэтому нашего Алтайчика прокололи. Ну вот, да, вылечим мы его, да, вылечим. Лишь бы только рецидивов по другой части не было. В июле были ли пристройства? Были. Были. Дай бог памяти. Мало. Примерно 2-3 собачки. Но в основном это или маленькая собачка, или щенок такой, подросточек. Но, да, были. Но мы о них собираем информацию, ну, как бы приветы там прислали уже, там, ну, 2 фотографии, но я считаю мало, когда мы дождемся побольше, они фотографии пришлют. Надо же, чтобы собака к ним привыкла, и чтобы было побольше фотографий, мы обязательно это все будем выкладывать в нашем на втором канале, в наших роликах по пристройству. Кто, кстати, не подключен к нашему второму каналу, не забывайте, подключайтесь.
Мы для вас это все показываем. Но сейчас нет такого, чтобы 5-7 собак уезжало или 9. С несколькими ведем, да, ведутся переговоры, пиарщики ведут переговоры с семьями. Кто-то в отпуске. Я так поняла, что сейчас за рубежом вообще разгар отпусков, а это означает, что люди уезжают на море отдыхать, и поэтому в это время все приостанавливается, движение приостанавливается. Еще такая проблема, которая существует при отправке. Отправляя собак, семьи оплачивают дорогу, потому что некоторые спрашивают, кто оплачивает. Семьи оплачивают дорогу, за что им спасибо большое. И так хорошо. А вот подготовку документов, справки, сертификаты, это оплачивает наша российская сторона. И как только у нас кто-то уезжает, то у нас проблема, потому что это сейчас стоит, если в рублях, потому что курс упал, и в рублях это стоит или 6 тысяч, или 8 тысяч. Если уезжают 2 собаки, то цена получается, видите, какая ощутимая, 12 тысяч или 16 тысяч. Вот где хочешь, там и бери. Тут не знаешь, как на корм наскребсти, а тут еще надо 2 собак документы оплатить. Ну, по крайней мере, это тоже вот всегда вроде радостно, да, и лучше оплатить один раз эти документы, и чтобы они поехали в счастливую жизнь, чем помесячно и каждый месяц, и месяцами, и годами платить за них каждый месяц постольку. Поэтому овчинка выделки стоит. И как таковых сборов на это не ведем. В общем, приходится как-то крутиться. Не всегда так хорошо. Расходы есть всегда у нас. Просто это к тому, что расходы есть у нас всегда. Невидимые такие расходы. Кроме корма, если кажется, что только корм. Нет, не только корм. Очень-очень. И электроэнергия сюда тоже идет, потому что собаки тоже... В общем, все сюда идет. И меня, конечно, трясут передержки. Каждое утро спрашивают, когда? А как вы себе представляете? А когда вы будете оплачивать? Сегодня в Твери мне тоже написали. Подходит конец месяца. Когда? Там я тоже в Твери должна за 3 собак. У Елены там 3 собаки живут. Я уже не могу даже оплачивать. Она уже плюнула на меня, махнула рукой. У собаки там тоже, у моей, выскочила шишка. Внезапно, просто как-то быстро выросла. И быстро прооперировали. И так неудобно, что она оплатила из своих денег, а я не могу даже оплатить за собаку. В общем, расходы бесконечные везде. Я на корм не могу просто, главное, собрать. Мне вот самое первоочередное это корм, выгульник, а операции и ветуслуги врача, они есть у нас всегда. Собаки, к сожалению, также болеют, как и люди. Вот. Так что по пристройствам я вам рассказала. На август тоже кто-то планируется, да. Мы под машины, когда там будут машины, мы подгадываем под машины. Но раньше времени тоже не люблю загадывать, чтобы не сорвалось, чтобы все состоялось. Лучше пока язык подержать за зубами. Да я понимаю, Грета, но это
состояние. Появился наконец-то у вас звук. Всем хвостикам нужен дом, конечно. Мне вообще не нравится, что они... Нравится, что они спасены, но не нравится, что они живут не дома. Что не смогу финансово потянуть 2 собаки. Анастасия, это Германия, это самый распространенный у нас такой вот путь. И мы в Германию очень даже можем. Если вы бы сказали Италия или Испания, то да. Ничего не могу сказать, даже бы обещать не стала. А уж в Германию у нас машины ходят. Поэтому и то, что одну, это тоже большое счастье. Одну собаку сделать, на одну собаку сделать больше счастливой. Все-таки подумайте, и, может быть, вы возьмете хотя бы у нас одну собаку. У вас очень дорого, если собака заболеет вдруг. Да, я знаю. Но у вас же страховки тоже есть. Поэтому мы стараемся, знаете, вот мы стараемся все равно собак вылечивать здесь. Если тоже только какой-то неожиданный возникает какой-то коллапс в плане здоровья. А так, да, я знаю, что у вас. Мы стараемся, чтобы они здесь были простерилизованы, если бы нас еще не подводили всякие ППЖ с некачественными стерилизациями. А так стараемся здесь стерилизовать. Иногда венсарком у нас случается, но это редко. Мы ее много вылечили здесь, и она достаточно недорого лечится капельницами. Но не все, по-моему, страны знают и умеют это лечить. Да, конечно, они бегают и радостные, и счастливые. Но, вы знаете, мне кажется, что передержка, вот когда не обустроена, то устаешь больше. Я опять про выгульник, наверное. У меня, как ни крути, как ни верти, у меня все возвращается к выгульнику. Выгульник быть должен на каждой передержке. Вот железно. Но я не знаю, как мне это все, всех специалистов, чтобы они были собраны и чтобы хватило денег. Раз в 2 недели. Да, Оксана, да, вот я и говорю, что раз в 2 недели там или раз в 10 дней, мне кажется, вполне, да, достаточно. Эллинский. А что такое за эллинский алфавит? А, Греция, да? Понятно. Стёпкой. Давайте я вас порадую. Стёпкой. Стёпка, наш волшебный маленький ребенок Стёпка, который 5 килограммчиков весит, который кашляет с бронхами, он уже прилетел. Прилетел сегодня. Сегодня я была в порту, встречала. И если все сложится, то он даже обретет даже семью. Но сейчас вот я надеюсь, что Наталья, замечательная женщина, которая позвонила мне, написала мне с утра. Вроде она хотела на передержку взять, но сказала, что если ее компания хвостов примут его, то он останется у нее. В очередном ролике мы обязательно вам покажем и расскажем. У нас есть материал. Сегодня я его щупала, трогала. Хочу вам сказать, что он классный. Он такой парень. 5 килограмм, так идет достойно. Я его веду по травке, а он говорит, это не порядок. Пошли по тропинке, пошли по асфальту, так надо ходить. Он меня сегодня учил, как ходить по асфальту.
Молодец. Ух, золотой ребенок. Когти у него, конечно, офигенные, как у Крюгера. Вообще прям почти что кольцами загибаются. Его никогда нигде, никогда он не видел хорошей жизни и ничего, ни еды не видел, ни ухода, ничего. Ему даже больно, по-моему, наступать на эти лапки свои малюсенькие. Он похож по типу таксеныша, что ли, тельце длинненькое. Но он маленький сам, тельце длинненькое, и ножки такие иксообразные. И на ножках вот такие вот кольца ногтей. Но я надеюсь, что антибиотиками вылечим, но записались уже и на УЗИ. Наталье за что спасибо огромное, она уже его ждала и уже даже записалась и на УЗИ. Это, Наталья, я имею в виду, это семья. Не Наталья Передержка, Наталья семья. Вот. Марине спасибо, что я к ней довезла до дома. От дома она уже дальше везла туда дальше, в семью. На перекладных мы вот так вот сегодня все по жаре сходили с ума, обливались потом и тискали его, перекладывали. Покормили его в дороге. Он ест и то ли урчит, то ли хрипит, то ли это у него хрипы такие. Но я даже рукой чувствовала, хоть и не врач, но даже рукой чувствовала хрипы в груди, когда я его трогала, обнимала, жамкала. Лечить надо антибиотики. Уже 2 антибиотика сделали, уже как-то лучше вроде говорят, по крайней мере. В Якутске мне сказали, что лучше стало. Перед самолетом еще укололи антибиотик. Я думаю, что прорвемся с ним. Да, конечно, Елена, да. Значит, зимой на Якутск никакого спасать не будем. Да, вот это вот, кстати, тема. Пока лето, знаете, вы знаете, без разницы, что зимой вот в основном акцент больше падает на спасение зимой, да, потому что все мы вздрагиваем от мороза 50-60 градусов и больше спасаем зимой. А в итоге, ох, как их травят сейчас летом. Сегодня мне несколько человек написали и рассказали, как они были. Пытались спасти, и ничего у них не получилось. Пенсионерка позвонила, вот, которая мне уже несколько лет звонит в патовых ситуациях. Она даже ходила с этими ампулами, и пытались они реанимировать большую классную собаку. Не получилось. Там 15 или 20 уколов они засандалили ей, но не спасли. Собака в муках умерла. Сейчас у них, видимо, акция по убийствам проходит, я так понимаю. Как это еще по-другому назвать, я не знаю. Но это не без участия Всевышних. Не без участия властей. Потому что уж как-то очень у них рейды такие, знаете, рейды. Все было вроде ничего-ничего. И вдруг то в одном районе, то в другом. И вот вся неделя идет каких-то смертей и трупов. Ну как вот не спасать и летом, да? Вот как? Если они целенаправленно все-таки идут к этому. Плевать они хотели, смеются они над нами, волонтерами, любителями животных, спасателями. Собаки умирают в муках. Вот когда говорят про опыты, я хочу сказать всем, самые страшные, наверное, опыты это проходят в Якутске. Все говорят опыты в Европе, там, да, в Якутске опыты проводят. Они очень разнообразные, и пусть это будет на их совести. Тех, кто дает такие распоряжения убивать. Собаки мало того, что в шубах в 35 градусов жары сидят в шубах. Я всегда говорю, люди, оденьте шубы свои и сядьте на солнце.
И сидите на солнце днями, сутками, неделями, ночами и днями. И потом скажете, каково оно вам. А потом, когда даже если вспотеют и нигде не поедят и не попьют, нет, сегодня убили, похоже на то, что домашнюю собаку. Но это самовыгулы. Это людьми тоже их не назовешь. Собак отпускать в этом городе на самовыгул. Это же вообще нечто, да? Ну, пожила называется собачка. Витамин В6, я так понимаю. В6 в каких-то случаях может спасти собаку, в каких-то случаях не спасает. Может, на минуту опоздали с этими уколами, может быть, какой-то яд был особенный, не знаю. Ну, жалко. Лучше один раз в неделю, да? Ой, я чуть-чуть себя освежу, я просто очень жарко. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, немножко подышала. Да, если мы не будем разбирать и пристраивать собак, то к зиме мы подойдем с тем же количеством собак, и значит мест у нас не будет точно и однозначно. Это ненормально. Просто люди, подумайте, пожалуйста, о пристройстве собак. Вот. Так. Что еще тогда лучше? Очень жаль, что желающих забрать якутят сейчас мало, а скоро опять зима. Уже и сейчас боязно, да, сейчас не только боязно. Неделя отравлений прошла, может быть, уже не неделя. А забирать не хотят. Не хотят. Нет, не хотят. Вот как заставить людей? Собака же не будет мила, если ее забрать. Вы еще, знаете, еще не забирают из страха. Боятся, что не осилят, не прокормят. Молодые люди на работе, им не до собак и не до выгулов. А пожилые люди думают, а случись со мной что? Куда денется собака? Не знаю. Спасибо, Наталья, спасибо за помощь. Наталья Калужских, а вы на донат отправили. Вы откуда? Вы здесь, по России? То тогда лучше бы, конечно же, на Сбер. Потому что с донатом сейчас пока идут какие-то загвоздки. Всю неделю они нам не выводят деньги. А вы тоже, да, вчера отправили на донат тоже отправили, да? Ну, я надеюсь, что они отремонтируют технические какие-то там неполадки. Я не думаю, что и у них тоже взялись трясти, как перекрывать все остальные площадки платежной системы. Я очень надеюсь. Приветы из дома. Да, подписывайтесь. Приветы из дома. Кто не подписан? Почему там так мало народу у нас? Неужели не интересно, кого мы пристраиваем, как они живут? Да я вам покажу еще, как у нас собака в Канаде живет. Недавно прислали привет. Трехлапку отправляли, ей поставили протез. Покажу. Там оттуда не так много фотографий, но очень интересный протез. Ее хотели вот совершенно собаку в 17 году, по-моему, вот вопрос просто стоял в ППЖ, трехлапая. То ли отрубил ей дворник, то ли еще кто-то, пока она кушала на помойке. И никто не хотел связываться, сказали, быстро решай, некогда вошкаться, кто будет заниматься с ней, и, в общем-то, ее будут усыплять. Не знаю, вот и меня все-таки дернул язык и сказать, ладно, давай, грузи. Вот в последний момент, хотя прям много других было классных, и не знаешь, кому предпочтение отдать.
Долго она жила на передержке у нас, у Леночки, за что тоже ей спасибо, в хороших условиях. Агнеса молодец, тоже много вложила труда, сил, бегаючи здесь по врачам. Ну, а вот свою любовь она нашла в Канаде. И протез здесь тоже у нас не особо брались делать по каким-то там показаниям ее ноги. До 8 августа каникулы. Да, я помню, что в Германии до 8 августа каникулы, и все уехали в отпуск. Я прям очень ощущаю, что это такая тишь и глушь. И из Германии тоже. Угу. Эля, да, спасибо, спасибо. Вы присоединились. Москва огромный город. Смотрите, Москва огромный город, почему я одна спасаю якутят? Нет, я не одна спасаю. Вы знаете, спасают, все равно спасают, но они просто спасают не так много, как я нахапала, понимаете? Они спасают точечно. Я это называю, они спасают здравомыслящие люди, спасают с умом. Они спасают, сначала рассчитывают возможности. А я хапаю. Сначала спасаю, а потом думаю. И поэтому у меня такие проблемы. Нахапала, вы помните, да вообще в любой период, хоть сентябрь взять, хоть октябрь, хоть январь после военных действий, я хапаю их десятками. А люди здравомыслящие сначала думают мозгами и очень часто говорят: а я не могу, у меня нет возможности. Ну ты, вот тебя там знают, тебе помогут. И всем кажется, что меня просто вот засыпают. Прошли времена, когда была помощь из разных стран, легко и запросто могли послать. Но сейчас этого нет. Поэтому представление, что помощь в том объеме, но я и в том объеме и спасала. Я их спасала сотнями. Когда спасали все 1, 2, 3 вывозили, 10, 20. А я в это время вывозила сотнями. Поэтому и спасали, поэтому и помогали. Все в эквиваленте, можно увидеть это воочию. Даже вы устали смотреть только, наверное, в глазах я у вас мельтешила, что не день, все порт-коляска, порт-тележка, порт-тележка. И вот так вот я наспасалась. А теперь я за это расплачиваюсь. Когда мне передержки с утра говорят, когда будет оплата, мне нечего сказать. А мне следующий вопрос задают: и как вы собираетесь дальше быть и жить? Мне даже нечего сказать. Я говорю: ну вот ролик выйдет, я надеюсь, люди помогут. Но вы же понимаете, говорит, что вы должны вот столько-то. Вы же не сможете, да, столько не смогу. И это останавливает спасение следующее. Мне показывает собака, мне нечего сказать, я не могу их спасти, я не могу им помочь. Я точечно сейчас, вот просто точечно, вы видите, да, то вот малышку, то вот Умку там, да, то вот точечно, то Рихард. Раньше я так не спасала. Я раньше вывозила из ППЖ по 5, по 7, 9. И когда в машину не помещались, то делали 2 ходки, 3 ходки. Отвезут, назад едут, отвезут, назад едут. Вот даже так. А где, покажите еще так, чтобы вывозили? Можно сказать, что грузовик можно взять и вот вывозила. Поэтому была помощь. Поэтому я вывозила много, когда была помощь. Нет сейчас такой помощи и нет таких пристройств. Поэтому вот сейчас мое сдержанное поведение, 500 рублей аноним, спасибо большое.
Если есть возможность, рубли на Сбер. Лучше на Сбер, если есть возможность. В общем, спасаю я не одна, я возвращаюсь к этому вопросу, но спасают эти девушки точечно. Они тоже долго собирают на перелет, на 2 собачки, очень долго. А когда долго собираешь на перелет, то понимаешь, на что же ты будешь здесь содержать. И это также притормаживает спасение других. В общем, я точечно как-то вот сейчас только учусь. Первый раз за 5 лет учусь точечно спасать. Это вообще... Это так, одного спасешь, а остальные смотришь так, трупы. Этого не спасла, этого не спасла. На ППЖ вообще не смотрю. Ой, в ППЖ какой пес красивый. Ой. С ума можно сойти от этой красоты. Да, хочу сказать, вот у Греты в Германии котик весной или зимой, да, Грет, зимой, что ли, заболел очень сильно. Это ФИП, неизлечимо, да. А если лечение, то очень дорого, и только недавно такая возможность открылась. Нелицензированные, что ли, лекарства, которые нигде лицензии нет. Но, тем не менее, котик выздоровел. И ты молодец, Грета, что вы нашли возможность и спасли Севку. Вот на ровном месте, ни с того, ни с сего, да, вот казалось бы, ну с чего в организме вот происходит вот такой вот сбой, бац, и ФИП на ровном месте. И вы можете себе представить, вот эти ампулы кололи вы, сколько, примерно 90 дней, да, 84 дня, там все очень строгое лечение, 84 дня. Да, ну, я это самое... Что я помогла? Я только помогла стартануть, да, потому что сначала цена вообще пугающая. А потом-то вы сами уже... Я послала там на несколько, по-моему, ампул, всего лишь несколько. На 2 там, да, ампулы примерно. А вы там дальше сами молодцы уже лечили кота. Лечение, так, по-моему, по моим наблюдениям за другими, вот у людей, когда кот заболевает, порядка 200 тысяч. Не каждый может это позволить. Так, сделайте кнопку донатов. Что за кнопка? Татьяна, что за кнопку донатов сделать нам надо? Что у нас нет кнопки? Да, про Степку мы вам покажем. Потому что все это события сегодня развивались. Вчера там опять были в порту катаклизмы. Эти опять форс-мажорные ситуации. Как же в порту ненавидят собак тоже сотрудники. Я вообще просто удивляюсь. Да и не то, что все, а вот какая-то одна блошина появится и берет и снимает. Уже прошел регистрацию песика, а берут и снимают с рейса и назад из самолета снова в это адище на ровном месте. Ой, вообще просто нет слов. Потом подпрыгиваешь. Ну не нужны вам собаки, отпустите их с Богом, чтобы они уехали из вашего города, если для вас это биомусор. Нет. Вот понимаете, вот где логика? Ну где логика? Отпустите собак с Богом, помогите им улететь. Я не знаю, подпрыгивать надо с радостью, если собака приглянулась кому-то из кураторов. И в ППЖ тоже. Почему не отдавать собаку сразу? Зачем выдерживать 10 дней? За 10 дней ее порвут, сгрызут, сожрут, погибнет, разорвут. Ждать хозяина якобы найдется. Дождется собака больше, быстрее смерти.
чем хозяина. А если даже хозяина дождется, то нерадивый хозяин никогда не отпустит собаку на самовыгул. И будет, сломя голову, ее бегать искать. А там таких людей нет, которые будут бегать и искать. Поэтому нечего это правило соблюдать какое-то кем-то придуманное, такими же бездушными людьми, чтобы 10 дней собаку не отдавать. А собаки нет. Собака каюк собаки. Если они меня услышат, для них я вызываю только негатив у них. Потому что у них нет логики, и их это раздражает. Ай, она им не нужна. Ладно, это отдельная песня. Мемуары можно писать. Про несправедливость и про нелюбовь к животным. Про безразличие. И про 10 дней, и про воду, и про отсутствие воды, и про все. И не хочу я говорить. Потому что все равно я ничего не изменю. И про то, что волонтерское движение настолько хилое, слабое, в составе из 2 человек, у меня нет слов. Никита, Гоша, Стеша. Все у всех хорошо. Никита тоже обживается. Чат по Никите есть. Думаю, что, я не знаю, Анечка, если не показывала видео, то стрясем с передержки и попросим Галину, она пришлет. Но мне кажется, что есть там видео, много они присылают, надо отдать должное. Передержки молодцы. И видео снимают, и как плещутся в корыте тоже снимают. Егошки лечат, Егошки лечат, это самое, не пойму даже, что у него на шее, но сейчас вроде затягивается эта рана. Кстати, знаете, что хотела спросить? Кто-то писал совет, я не помню в каком ролике, там, где Белка была, который прижигали мы папилломы. Анализы, кстати, пришли нормальные, хорошие, и, в общем, все хорошо. Белка уехала к нашему человеку в Германию, она у нее живет, она ее пристраивает. У нее хорошие условия, она ее пристраивает. Смотрите, вопрос такой. Кто-то советовал, как лечить быстро и дешево АСД. Вот я что хотела сказать. АСД, да, вот эта фракция. Кстати, 2 или 3 нужна. Купили 3, но если пить вовнутрь, мне сказали, что надо 2 покупать. АСД 2 или АСД 3. Я как-то не особо вижу разницу. У нас еще у одной собаки и тоже папилломы. Ну, это знаете как? Это вот пониженный иммунитет. У подростков в основном еще бывает, у молодых собак, после стерилизации, когда падает, видимо, иммунка. Как нам, в какой дозировке пить это АСД? Если кто знает, напишите нам где-нибудь. Если здесь нет человека и человек посмотрит в записи, то вот у меня такая просьба, напишите нам где-нибудь. Прижигать. Попробовали не прижигать, а попробовали, ну, вот как-то прикасаниями какими-то шмяк-шмяк по этой папилломе. На деснах, на губе образуются. Нам хочется быстрее, вот безо всяких там хирургических дел, вылечивать собак, вот, чтобы было дешево и сердито. Ну, люди, конечно, да, ценят свою жизнь. Ну, знаете, наверное, с этим сложно поспорить. Так жертвенно, чтобы ценили других существ больше, чем себя и своих домашних.
это даже, наверное, да, даже не обсуждается, конечно. Мы все одно целое, делать больно им, это как делать больно себе. Да. Второй канал смотрите, вот больше бы людей присоединялось и смотрели, что результат нашей работы можно видеть на втором канале. Но там мы показываем, знаете, собак. Я стараюсь как-то подбирать тех, которые вот уехали, например, в этом году или в прошлом году. Но также присылают приветы те, которые уехали у нас раньше, в 18-м, 19-м году. Ну, тоже присылают. Кто-то на лодочке катается. Я уже даже, знаете, не узнаю. Собаки-то же меняются. Я не узнаю, кто на лодке катается у меня. То ли Акелла, то ли Лорд, то ли кто. Мы уже, а их белых очень же много. Они белые похожие. Они все красавцы белые, да, и я уже не могу разобраться. Я даже не знаю, куда эту фотографию, а у меня же они все по папкам, как вы помните. Я даже не помню, в какую папку положить, какая кличка у этой собаки. Вот, поэтому приветы присылают, да. С рыжим котиком. Да, на рыжего котика никто не откликнулся. И я даже боюсь спрашивать, что с ним. Я сказала, что заберу, но я же не могу забрать. Не могу забрать. Я говорю, все эквивалентно помощи. Раньше была помощь, хапала, даже не разбиралась, не считала. Я знала, что мне надо спасти всех, много и всегда. А сейчас я вот считаю. И когда мне задают утром вопрос, когда я оплачу 60 собак, мне нечего сказать. Ольга, спасибо. Нижний Новгород, да? Из Нижегородской области, из Дзержинска. Присылают тоже приветы. Приветы с собачкой Лабриком, с Ланочкой, с поедателем ягод. И как плавает в озере. Да. Нижегородская область. Дом для Шарика. Татьяна, я прошу прощения, но я собиралась рассказать и про вас тоже, но всегда, и вы видите, ну, навряд ли вы верите мне, что ситуация очень плачевная, и называется «Потопи себя и своих», и лежишь на дне и рассказываешь «помогите вот тому», но это если бы речь шла обо мне. Но у меня очень много животных. И я просто не успеваю рассказать еще и о вас. Но вы есть в проекте. Рассказать о вас, что вы замечательная семья и спасаете также. И у вас также сейчас 2 якутских собак. Вы имеете этот мини-приютик в Нижегородской области. И у вас 70 собак. И вам тоже тяжело. Вам тоже тяжело, их помощи тоже у вас уменьшилась. Но понимаете, если я сама в долгах и если мне не на что порой покупать корм, я выхожу в эфир, чтобы рассказать и про это тоже, и пожаловаться, и поплакаться, и попросить вас, и попросить еще для вас помощи. Попрошу. Аноним. 50 евро. Спасибо большое. Аноним, это значит, вы пожелали остаться вот неозвученное ваше имя, да? Спасибо вам большое. Я надеюсь, что на донейшн решится вопрос, и мы
все-таки получим эти деньги, которые пока они нам притормаживают. Сегодня вышла в рекомендациях приют из Смоленска. Там была выставка собак прямо на улице. Выставка продолжалась 2 часа. Пристроили 27 собак. Треть приюта с заключением договоров. А из Смоленска это в городе Смоленске, да? То есть люди от отчаяния, я так понимаю, вот в провинциях, да, уже в городках, от отчаяния выходят на улицу и предлагают собак. Я пытаюсь на себя проецировать. Я так не могу. А кому это я раздам собак? Представляете? А что такое договор заключить только? Надо же к ним ехать. Надо к ним ехать, надо смотреть их условия. Случаев бывает много разных. Взяли собаку, а потом ее съели. Нет, не могу. Не могу. С ума сойти вот так вот. Когда их любишь, тискаешь, смотришь в их глаза, они на тебя вот так вот смотрят, а потом где собака? Нет. Государство в этой сфере не делает ничего. Как финансово эта проблема решается? Ведь есть даже люди, которые все делают, нужно только оплатить. Это я даже затрудняюсь сказать, что государство делает. У нас сейчас государство, вы сами знаете, что делает, занимается совершенно другими вопросами. Раньше-то они не занимались. Наверное, какие-то деньги перечисляются по городам, а там их чикают чиновники. Они бы давно, все эти чиновники, поубивали всех собак, но только тогда им перестанут поступать деньги. А они должны иметь собак, на которые они деньги хорошо получают, делят по карманам. А так бы они давно всех поубивали. А мы только спасаем тех, кого успеваем спасти. Ничего они не делают, а особенно в наше современное время для собак не делается, ну, вообще ничего. Я даже не слышала, чтобы что-то делалось для собак. Если бы делалось что-то для собак, то у меня было бы много вопросов. Почему вы сажаете собак в те же ППЖ, я думаю, по всем городам, и хозяйских тоже, без сортировки, кто с кем дружит, не дружит. Я бы тоже могла, знаете, как на свалку привести много кобелей, вот жрите друг друга. Но этого же нельзя допустить. Почему есть лимит, есть кто с кем дружит. Девочек столько, мальчиков столько. Мальчики бывают разные, девочки бывают разные. Надо смотреть, вглядываться, прислушиваться, присматриваться, трогать, щупать, вникать в характер. Это целая работа с собаками должна вестись. А не просто так, вот, сгрузили тут, плевать. Такого нет. Поэтому спрашивается, почему вы сажаете собак в ППЖ, при этом не создавая условия-то посадочные. Ну как так может быть? Раньше было собак 200-300, потом 500, 700, 1000. И что? Не хочу говорить про вольеры наши с вами, которые мы осилили. Как раз когда началась вся катавасия. Но это решило вопрос частично. Это вообще тема больная, и вообще мне лучше не заводиться на эту тему. У меня много вопросов. И вообще хочу сказать, что воду надо наливать для собак в жару. Постоянно, часто, регулярно. Какие еще слова надо подобрать? И перед уходом на работу, с работы домой, все-таки смотреть, есть вода хотя бы на ночь или нет. Потому что я пока вижу видео,
где плошки перевернутые. А на улице 35 жары. Все изнемогают и только рассказывают: ой, как не могу, жарко, плохо, ой, не могу. Еле дышим, еле живем. А собаки в шубах своих как живут? Почему у них плошки перевернутые? Если один раз пришел контроль, проверил и вода налита, это значит, что просто совпало, что вода налита. Летом даже не столько важна еда, сколько вода. Редко я смотрю, но всегда, что не вижу, эти редкие видео, и воды не вижу. Как бы известные личности не начинали на меня наезд, что я всегда такой вот негативный человек в этом плане, с критикой. У вас все хорошо. Я знаю, у вас вообще все хорошо. У вас там все зашибись. Я это знаю. Но вы могли бы отметить, я молчу. Потому что разговаривать с вами бесполезно. А если я начинаю разговаривать, я начинаю заводиться. А заводиться нельзя, надо себя держать. А собаки хотят пить. Передайте этот ролик, этот стрим. Может быть, кто-нибудь увидит, может, кто-нибудь услышит. А может быть, и сделаете наоборот. Вы же любите делать назло. Шесть месяцев спустя. Может выпустить видео «Привет из дома 6 месяцев спустя». Я так горжусь своими собаками, с радостью их покажу. Оля, собаки присылайте через полгода, через год. Присылайте интересные видео, смотримые, чтобы было интересно посмотреть, какие они счастливые морды. Мне, знаете, иногда говорят: а почему эта собака не улыбается? Вы понимаете? Вот в Якутске там убивают, и ничего. А если мы спасли, то недостаточно, чтобы собака была спасена. Она должна еще и улыбаться. Поэтому присылайте, будем показывать, хоть они и не смотрят ролики мои, о пристраиваемых собаках. Они очень не любят эти. Якутские вообще не любят ролики. Если смотрят, то очень тихо. Никогда нигде не повосхищаются. Я не говорю про слово «спасибо», «благодарность», про это речь молчит, не надо. Но повосхищайтесь, порадуйтесь за собак, которые у вас были бы трупами, а здесь они вот со счастливыми мордами. Но есть у вас чувство радости, сострадания нет. Ну, а чувство радости вам как-то это знакомо вообще? Почему только вот те, которые спасают, и вот у них сердце ёкает от того, что, боже мой, еще одна поехала, еще одна в лодочке катается. Кстати, мои любимые видео, когда у воды, когда собаки где-то в водоеме, когда они купаются, когда они в жилетах спасательных. Меня это очень умиляет. Да, конечно, контраст это в спасательном жилете, а другая собака с дротиком корячится. И вот мне нравятся водоемы, мне нравится, когда собаки все-таки купаются. Пусть они в корыте, там, да, в бассейне, вот у кого как, на лодках, где-то там на яхтах купается. Какая-то собака у меня в кабриолете катится. Ветер ее обдувает, и она в кабриолете катится. То есть я люблю, понимаете, хорошие видео. Вот люблю. Даже на травке, как с мячиком играет, если где-то у кого-то там просто вот есть лужайка, мячик. Присылайте, конечно. Я ничего просто так не оставляю в телефоне. У меня все равно все это хранится на жестком диске. И, Оля, пожалуйста, присылай. Обязательно покажу. А как же нет? Конечно, мы обязательно будем готовить. Сейчас у нас нет таких пристройств, чтобы по 7, по 9 штук уезжали. Поэтому у нас будут повторяться приветы тех, которые
уже показывали, но мы еще повторим спустя какое-то время. Какой в ППЖ красивый. Покажите, пожалуйста, может, у него больше шансов на пристройство. Я за него не взялась, мне его показали, и я сказала, красивого смогут другие кураторы, которые спасают точечно. И вроде у них получилось. Кто спасает точечно, вроде бы они его взяли. Ну, то есть планируют взять. Поэтому я думаю, что у него будет все хорошо. Я позвонила к Ирен. Ирен вроде тоже согласилась взять. Но тоже денег нет. Но и у меня их нет. Ну, там кто-то другой согласился. Очень красиво. Да, наверное, какая-то примесь там с породой. Зима, лекарство из Голландии. А что такое зима, Грета? Зима, лекарство. Зимой было, да? Зимой это было, когда заболел. Да, я помню, что примерно 90 дней вы его кололи. Это про котика мы снова возвратились. Она мне поясняет. Ваше дело, дай Бог вам спонсоров, хороших друзей. Много душой всегда с вами. Спасибо большое за пожелание. Она у нас есть. Ирина, что у нас есть? Она у нас есть 90 дней. Лекарство. Оно есть везде. Да, конечно, оно и в России есть, да. Только цены как-то везде разные, да. Но мне кажется, когда оно только появилось, это лекарство. Ну надо же, вот, никто лицензию не выдает, не лицензированное, поэтому какими-то окольными путями его покупают, ввозят. А какое же оно действенное. Ну, да. 1500 евро. 1500 евро, да, ушло на лечение у тебя, этого котика. Вот представляете, какой подход к спасению животных. Вот если взялся, да, и вот так вот вы с сыном вытянули этого кота. А какой красавчик. Ты присылаешь мне его, да. А ведь сначала вообще и координацию поменяла, и ноги заплетались, и глаза к переносице. Страшное было зрелище. Прямо. Ну, они сгорают же быстро, там за несколько дней могут умереть сразу, да? Какое жуткое заболевание. Но смогли, он молодец, боец. Ой-ой-ой-ой. Столько сложностей с перевозкой. В роликах вы об этом не рассказываете. Да. Не рассказываю. Что это титанический труд. Не рассказываю. Я много трудностей не рассказываю. Я даже не знаю, почему. Во-первых, это... Я даже не знаю, почему. По разным, наверное, причинам. Я, наверное, концентрирую свои силы на решении проблемы. На решении проблемы это для меня более важно. Свои силы, мысли, время, мозг включать, раздобыть, найти, организовать. Где-то что-то опоздаешь, не успеешь. Там еще с той стороны то готовы принять, то в отпуск уехали, отбой как отбой. Мы же готовились, то помыть, негде помыть. А хочется, чтобы мы понравились, беленькими поехали, а помыть негде, на передержке воды там нет вдоволь, чтобы намылить и смыть. А грумер это надо заранее, а мы очень стараемся понравиться, чтобы мы были хорошими, белыми, пушистыми, без колтунов. Проблема с фотосессией опять встает. Сломался у фотографа дорогущий фотоаппарат. А отремонтировался фотоаппарат, она уезжает на море.
И это балалайка без начала и конца. А другой фотограф так не отфотографирует. Пробовали, знаем, не прокатывает. Да, друзья, хочу сказать, День стольника помогает. Помогает. Я была удивлена, вот когда мы проводили 2 дня, у нас было стольника, и очень вы помогли, за что вам огромное спасибо, благодарность. Очень. Вы знаете, я вот в такие моменты хочу каждого из вас обнять, вот честно, потому что вы прямо спасение. Вы присылаете, это ощутимо, и мы можем заказать корм или оплатить какие-то ветуслуги, или я вот как раз отправляла собак, я оплачивала справки, документы по 8500, 2 собаки, это, нет, не 2, 3 собаки. Угу. А когда еще Наташину тоже собаку выбрали, а у нее вообще денег нет, и надо мне оплатить мою собаку, чтобы она из этих денег оплатила справки своей спасенной собаки. И вот так 3 собаки пришлось оплачивать 25 тысяч. Это очень ощутимые расходы. Очень. Но если об этом говорить, никто не поймет. Даже какие документы, какие справки. А это, к сожалению, без этого никак. Потому что там таможня это очень серьезно, это очень строго. Таможню проходят иногда 8 часов, иногда 12 часов стоят на таможне. Иногда 17 часов были и такие проверки, когда всех собак вытаскивают и просвечивают всю машину на предмет разных вещей, да. У нас только собаки, у нас ничего нет запретного. А они обязаны. И это очень большая работа, конечно. Ну вот поэтому она и оплачивается семьями. Для иммунки нужны пивные дрожжи. А в каком виде? В таблетках? Но пивные дрожжи, может быть, действительно пивные дрожжи надо взять на заметку. И это вы имеете в виду, кроме АСД, да? Кроме фракции АСД, может быть, подавать пивные дрожжи. Ну, наверное, да. А финкураторы в данной ситуации это пока выходит. Это пока выходит. Ну, по некоторым собакам выходит. Но у меня много собак, которые не имеют финкураторов. Люди считают, что спасла же. Ну, и все замечательно. С глаз долой, из сердца вон. А они каждый день должны оплачиваться, каждый день. В Нижегородской области. Сейчас я вам скажу. Зачем это надо? Татьяна, я не поняла. Сейчас, подождите, я не поняла, что у вас за вопрос. Это самое... Володарск, что ли? Господи, как же он называется-то? Володарск. Нижегородская область, город Володарск. Замечательная семья, которая спасает. Жена Татьяна. Она просила меня рассказать в одном из роликов о них. У них 70 собак. И они брали в 2018 году у нас 2 собаки. И вот сейчас они в апреле взяли тоже 2 собак. И немножко, видимо, они подобиделись на меня, что я о них не рассказываю. С удовольствием рассказала бы, но я просто не знаю, за кого. То ли о себе рассказывать, о своем плачевном состоянии. Не своем, а о своих собак. То ли о них рассказывать, то ли о погибших собаках, которых, может быть, хотелось бы спасти, кого завтра отравят. Не знаю. Я не знаю, у меня глаза, язык, я не знаю вообще, за что хвататься. Собак я люблю, да. Простите меня, пожалуйста, но
Я, наверное, их люблю больше, чем людей. Это так. И это оправдано. Потому что собаки это нечто. Ну да, собаку взяла с приюта, а потом выбросила ее в окно. Да, ну, конечно, да, я понимаю. Зачем? Почему надо было брать собаку из приюта? А еще другие взяли из приюта собаку, добрейшую, муж с женой, и тоже зарубили ее лопатой. Так, что вы принять? Принять. Ливия 2 евро. Спасибо большое. Ливия это имя или это место, где вы проживаете? Ну, конечно, наше государство для людей ничего не делает, а вы хотите для собак. Да, конечно. Как? Сейчас уже мы не мечтаем. Если мы раньше, вот до событий, да, сегодняшних, мы мечтали, что какие-то законы, что примут в первом чтении, втором чтении, все это отслеживали. Ой, там прям держали кулачки. Наша победа в первом чтении, потом во втором чтении, а потом появился Валуев. Это безумие, да, появилось со своими новыми новшествами. Да, я даже вообще говорить не могу. А после этой плеяды Валуевых и всех прочих, это было, по-моему, потом была пандемия, было не до собак. Правильно? Все были с ума сходили, да, с этой самой... Раздор между людьми сеяли. Привитые с непривитыми, чуть до драк не доходило. У нас люди, понимаете, переключаются совершенно в другую стихию. Вот если мы спасали, да, собак, потом мы начали, у нас раздраи начались. Но ведь это открытая шла война. Просто вот увольняли людей, людей колбасило, трясло, чем они будут кормить семьи, если их уволят, прививки и прочее, да, вот эти все. Теперь у нас другое началось. То, что даже не хочется даже как-то называть это все. Поэтому у нас к тому, что у нас всегда теперь не до собак. В России очень много писали об этом случае. Ну да. Аня, привет. Привет. Ты появилась? Ага. Аня появилась наша. Наша Анечка, которая тоже помогает, принимает участие как переправить денежку для собак. Помогаю как не могу. Татьяна, спасибо большое. Спасибо. Завалить их роликами со счастливыми собаками. А там предостаточно роликов. Вы знаете, у нас все-таки ролики выходят не как традиционно. Вот я видела у других. Одну собачку пристроят, и вот ролик показывают. Да? Как едут, как приехали, как встретили, как поцеловались, потом неудачно, потом назад возвратились. И все ролик про одну собачку. Да? А мы стараемся по максимуму. Допустим, 4-5 собак показывать в ролике. Хочется показать больше. Везде присутствует максимализм. Какая судьба у Янтарика? Видео про него было 4 месяца назад. Он прижимался в вольере к стенке. Однопомётника собаки убили. А почему Янтарика? 10 евро от Анны. Анна, спасибо большое. Спасибо. Кого вы назвали Янтариком? Такого Янтарика я не... По-другому как-то назовите, чтобы было понятно. Там все прижимаются и к стенке. Может быть, это... не знаю. Которая в Карелию уехала, нет? Там она прижималась к стенке, нет?
И Микки прижимался тоже к стенке и кокетливо так задирал голову и показывал. Он тоже в Германии счастлив, очень семья довольна. И Лео сегодня вот прислали, там под стогом сена любит лежать, тоже прислали привет. Но Янтарика не помню. А однопометника убили. Да, однопометников тому всех убили. Ой, не знаю, про кого вы говорите, может потом пойму. Видео спасем или отвернем, или отвернется. Это Татьяна лучше посмотрит, она мне пояснит. Светлана Захарова. Попробуем понять. В любом случае, получается, что человек выбирает, кому жить, кому нет. Наверное. А все зависит от человека. Да, конечно, собачья жизнь зависит только от человека. Какой человек мимо пройдет. Кто-то пройдет мимо, не заметит, кто-то напугается трудностей и тоже пройдет мимо. Кто-то найдет отговорки. Ну, я не могу. У самого проблем много. Ну, а кто-то будет как-то карабкаться и спасать. Донат есть, да? Донат есть. Эстония с вами. Спасибо. Аноним. 10 евро. Спасибо. Благодарю. С донатом немного проблемы. Пару дней. Аня, да, вот эти деньги, которые ты отправила сегодня, они нам написали, что... Потому что я обыскалась. Я хотела в Сбер звонить и спрашивать, почему не пришло сообщение, но потом они прислали и сказали, что по техническим причинам они не могут пока выплачивать. Да, я тоже не могу послать. С донатом проблемы. Он чуть не умер. Это ты про Севу говоришь, Грета, да? Да, это я знаю, конечно. Как хорошо, что вы стримите. Ну, то есть вы находите, что стримы быть должны, живая речь, да, активное, какое-то активное, ну, общение, скажем так. Да, мы есть, мы существуем. Мы реально, мы есть в реалиях. Если кто-то не верит и кажется, что нет, мы есть. Лайк и комментарии на канале помогают собачаткам. Говорят, что помогает, да, поэтому всегда мы говорим, лайкайте, комментируйте. Таким образом продвигается канал, нас больше людей увидят. Понимаете, это очень важно, чтобы мы расширяли количество подписчиков. Я не знаю, почему оно встало у нас на одном месте, поэтому я не знаю, то ли лето, то ли еще на что-то надо. Присылайте приветы, у кого есть наши собаки. Мы будем все равно, когда-то дойдет очередь и до повторных роликов с приветами уже тех собак, о которых мы рассказывали. Ирина, спасибо. На Сбер. Вижу, что на Сбер вы прислали. Спасибо. Угу. Спасибо, Анна Гнездилова. Да, это титанический труд. И вы знаете, я, наверное, днем и ночью буду говорить про выгульник, что у Наташи опускаются руки от всего. Вот, понимаете, от всего. И от отсутствия выгульника, и вот от этого беспорядка, когда они гуляют вот так вот, ну, не знаю, она на каком-то, ее настроение ниже нуля, ниже планки уже просто. День стольника помогает объявлять чаще. Но вот сейчас я объявила, да, СОС, что нам уже на 4 передержки надо. Вот на 2 передержки мы собрали. Нам еще надо на 2 передержки собрать деньги. Там, где у меня большее количество собак, 65 собак.
Июль я даже не начинала оплачивать. Маша, я слышала твой крик, твой вопль, твою безнадежность. Мы просто можем потерять передержку. Нас просто выдворят на улицу. По независящим даже причинам, потому что у людей есть обязательства перед банками, и мы просто потеряем все это вот на таких вот правах. Люди, которые помогают, передерживают, спасают, ухаживают. Это называется трудности, о которых я не говорю, потому что это, не знаю, что тут говорить. Я просто должна за свои слова и за свою вот эту ответственность нести в полной мере. Никто же не предупредил, что начнутся такие вот обстоятельства в мире, которые все перевернут в нашей жизни. И мы все пострадали, а наши животные вместе с нами. Да, будем День стольника, конечно же, объявлять. Будем обязательно. Повторить информацию о рыжем котике, может быть, кто-то откликнется. Может, и кто-то и откликнется, но сейчас я вообще даже не вижу смысла кричать, потому что глухой сезон, месяц, разгара вообще отпусков. Сейчас кричи, не докричишься. Друзья, кто еще готов подключиться на финкураторство белой собачки, которую стрельнули дротиком? Пожалуйста, напишите, подключайтесь, пожалуйста, нам еще не хватает финкураторов. Ой, белую собаку, как мы назвали уже, господи, у меня крышу сносит. Купер, ну почти как Куприн он у нас. На Купера. Кто готов еще подключиться? У нас там 2-3 человека всего лишь. Ну, нам надо его обязательно. У нас будет чат. Ведь это же здорово, что мы можем в чате рассказывать о собаке, как они живут. Иногда мы, если забываем, то вы нам подсказываете. Мы часто не можем показывать, потому что передержки все-таки занимаются не только видеосъемками, а у них основная задача — это ухаживать за собаками и смотреть, чтобы они были в полном здравии и не подрались. Где-то воду налить, где-то сменить, где-то кого-то с жары убрать, чтобы солнечный удар не случился. То есть не всегда есть возможность, вот кажется, да, а что, долго что ли снять? Да, вот иногда, понимаете, и руки заняты и так далее. Да вижу, сейчас все, я поняла, что время 8 часов, все, я, наверное, уже затрынделась и надоела. Забирают бросать клич на сбор для документов, ведь это очень радостное событие. Да я понимаю, а вот знаете, событие радостное точно так же на стерилизацию, когда клич кидаю, а тоже мало откликаются. Я не знаю почему. Как будто люди хотят, чтобы они размножались. Это же дикость, да? Ну, кто-то считает, что это естество, природа. Очень много у нас такими старообрядными взглядами. Я не знаю, это объяснять очень сложно. Находясь в этом аду смертей и несчастий собачьих, кто-то еще думает старообрядными методами. На стерилизацию нам очень нужны деньги. На стерилизацию и на документы, и на отправку в счастливую жизнь нам деньги нужны всегда, очень. Я не берусь быть финкуратором, так как сама на пенсии. Дома 19 котов с улицы, плюс кормлю каждую пенсию, присылаю и буду помогать по мере сил. Спасибо вам большое. Евнов, не знаю, как вас зовут. Да, мое имя Ливия. Это вы, Ливия. Все, поняла. Спасибо. А, вот, Ливия. Вот полностью вас с фамилией теперь вижу. А вы из Прибалтики, да? Скорее всего, а теперь операция. А теперь опять операция. Привет из Чебоксар. Татьяна Якова. Татьяна, ты здесь? Татьяна. Вот это да. Подожди, я на тебя посмотрю. Ты здесь? Ты меня видишь? Я желаю тебе здоровья. И говорю это в эфире. Я желаю тебе здоровья. Громко и много раз тебе могу это пожелать и проговорить.
Только выздоравливай обязательно. Так, если день... Так, я потеряла, где... Я на какие-то вопросы не ответила, потом отвечу. Мне уже говорят, что все, пора закругляться. Да, спасибо, Аня, спасибо. Стримы очень нужны, спасибо. Будем проводить стримы. Страдают собачата. Люблю с детства, это в крови. 300 рублей, спасибо большое. Марта, Елена, спасибо. Какую сумму перечислять финкуратору? Ту, на которую вы готовы перечислять ежемесячно и регулярно. Вот на ту сумму вы можете подписаться. 300, 500, 1000 у всех по-разному. Кто сколько может. Кто-то с пенсии перечисляет, кто-то с зарплаты, поэтому можете по силам и по вашим. Ирина, спасибо, что помогаете отвечать на вопросы, которые я не успеваю. Уже 2 часа прошло, я быстренько тараторю, закругляюсь. По полтора. Вы каждый месяц отправляете. Тоже хорошо, потому что непредвиденных расходов у нас безумное количество. И в жизнь в хорошую отправить, и вылечить, и кого-то точечно хотя бы спасти. Спасибо. Ждите ролик, у нас есть информация, хорошая информация, мы вас порадуем. Я думаю, с Татьяной, наверное, сделаем ролик, она ждет информацию от меня. У меня много информации на WhatsApp, еще некоторые даже не смотрела, но тоже с вожделением, но буду отправлять ей, а она будет монтировать ролики. Татьяна, спасибо большое, тоже говорю ей бесконечное спасибо, чтобы я без нее делала. На телеграм-канале денежки не капают. Что, Лара, с роликов на телеграм-канале денежки не капают? Нет, по-моему, капают. На Телеграм тоже люди смотрят, и там просто мало смотрят. Там всего 16 комментариев, например. Но кто-то, я вижу, что да, присылает тоже. И оттуда тоже люди смотрят. В Арзамасском, поэтому спасибо. Я живу в Арзамасском районе Нижегородской области. Это поэтому вы спросили, да? Арзамасский район. А вот Володарск, правильно я произношу? Город Володарск. Вот там замечательная семья живет. Я о ней расскажу, но она, чтобы не обижалась, я не хочу, чтобы обижались добрые люди, которые спасают животных, и просто каждый по-своему кричит, как им тяжело. А я, вот видите, раньше я как-то прям помогала везде, всем, где... А сейчас сама не могу. Мы с вами перевожу посильно. Да, спасибо, Татьяна. Татьяна, дай слово, что ты... Обязательно выздоровеешь. Желаю тебе только выздороветь. Здоровья. Перевожу посильно. Все, спасибо. Все, друзья, спасибо большое всем. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы вышли в эфир, нашли время. И, в общем, до новых встреч. Все, ждите ролик. Всем пока-пока. Все, сейчас буду отключаться. Если бы еще знать как. Ну, сейчас немножко, минуту-две я тут помучаюсь, отключусь, чтобы подключиться. Давайте отключаться. Что нужно сделать? Благодарим всех обязательно за помощь, за поддержку. Это обязательно. Бесконечно говорю, друзья, всем спасибо. Сейчас пойдем, попозже пойдем гулять.